Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Софина, в эфире программа «Тема дня» и я ее ведущая Наргиз Касымова. Сегодня у нас в гостях известный таджикский композитор, народный артист Таджикистана, лауреат многих международных конкурсов и фестивалей Толиб Зиадуллаевич Шахиди. Толиб Зиадуллаевич, здравствуйте! Добрый вечер. Мы с вами встречаемся не в первый раз, мы уже делали про вас такую хорошую, обширную программу. Это было, наверное, 3 или 4 года назад, сейчас даже не вспомню. Да, помню. Я думаю, что за это время, наверное, много изменилось к тому, что вам есть чем сегодня поделиться и что рассказать нашему зрителю. Да, пожалуй, я начну с недавних событий, которые проходили в разных странах, и, в частности, в Москве. Это одно из последних конкурсов, всероссийский конкурс композиторов, в котором я принял участие, то есть меня пригласили принять участие. Конкурс называется «Толстой глазами музыкантов». И я с удовольствием приступил к этому написанию сочинения и назвал «Метафоры по Крейцеровой сонате», поскольку конкурс назывался «Крейцеровая соната». Это известный рассказ Льва Николаевича Толстого о музыке Бетховена, которую исполняли известные в то время музыканты, герои его рассказа. И я получил первую премию, исполняли очень хорошо и на Ясной Поляне, и в городе Туле, на дворянском собрании, зал колонный, очень красивый. Затем на фестивале «Московская осень», международный фестиваль «Московская осень», и в малом зале консерватории в Архангельске. Об этом я потом узнал, потому что мне написали, что исполняли. Кроме этого, на «Московской осени» новое сочинение «Параллели» для скрипки и альта, а также премьеры в Лондоне, концерт для альта с оркестром. Также в тот же год я записал студийную запись на Мосфильме этого концерта, и есть специальный фильм 26 минут, который фиксирует исполнение этого концерта и замечательных музыкантов. Это Максим Новиков и оркестр кинематографии.
Анатолий Абдиатуллович, вы активный участник, да, и по сегодняшний день таких музыкальных мероприятий крупных, да. Я знаю, что в последний раз вы готовились также к своему юбилею. Это тоже был такой значимый концерт, который проходил в Москве, и действительно очень было все на высоком уровне. Вообще я не люблю слово «юбилей», поскольку это заставляет задуматься о следующем, который может и не состояться. А вы пока не думаете? Нет, я не хочу думать об этом. И, ну, тем не менее, эта традиция была, ну, в общем, без всякого пафоса мы провели этот концерт в исполнении Государственного оркестра, симфонического оркестра имени Светланова, Московского оркестра. Это известнейший оркестр в большом зале консерватории «Альма-Матер», где я учился в классе Арама Ильича Хачатуряна. И ну, провел много лет на стадии учебы и понял, что нужно делать для того, чтобы быть оригинальным со слов Арама Ильича, использовать только национальные таджикские мелодии, и тогда ты будешь оригинальным композитором. Звучит как наставление, кстати, в да, нашей программе, это, да, молодым да, композиторам таджикским. Да, вот так вот я об этом говорил в недавнем мастер-классе здесь, в Душанбе, с молодыми композиторами. Кстати, вы даете мастер-классы, да, сегодня? Да, я провел мастер-класс с молодыми композиторами, студентами Таджикской консерватории имени Саттарова. И было это очень интересно. Были и молодые исполнители из школы имени Шахиди, и преподаватели Дильбар Хакимова, и Трофимова, Елена Трофимова и другие. Вот, Хусият Олимова, пианистка, преподаватель тоже. Ну, хочу еще сказать, что опять вернуться к авторскому вечеру в Большом зале консерватории. Сравнительно недавно это было. И дирижером был американский дирижер Хобарт Эрл, который внимательно и очень скрупулезно изучал. Сейчас он приглашенный главный дирижер в Одесской филармонии на Украине, и он был приглашен Евгений, то есть вот оркестром. На авторский вечер. На авторский вечер мой. И мы с ним поработали очень интересно. Он с пониманием отнесся ко всякого рода, так сказать, нюансам, скажем, таджикской музыки, ритмов. И это было неплохо. Еще хочу сказать о том, что в Италии мы провели концерт. Концерт этот международного фестиваля в городе Леричи. Мы жили в замке Байрона и Гёте, куда интересно заезжали такие вот знаменитые поэты. Вот. Исполнитель Максим Новиков и Жан-Лука Марчано, дирижер этого итальянского оркестра. Первое отделение — музыка Арама Ильича Хачатуряна, и второе отделение — мое. То есть, и было написано так: Арам Хачатурян — Армения, Талиб Шахиди — Таджикистан. Это было на международном фестивале. В формате учитель-ученик, да, как в формате учитель-ученик, так и написано. Но они любят оригинальные такие, так сказать, программы, и это им удается. Вот. Можно сказать, что во многих ваших программах, конечно, большая ваша поддержка — это ваши сыновья, в частности, Табриз, да? В данном случае это был Максим Новиков, исполнитель. Он организовал весь этот фестиваль, где звучала классика и музыка Чайковского, Пьяццолы, Моцарта и других знаменитых композиторов ушедших времен. Это, конечно, украсило фестиваль другими красками, и, так сказать, молодые композиторы могли слушать и современную музыку, и музыку классики мировой.
Вот. Да, мои сыновья помогают. Энергичные молодые парни, которые способствуют тому, чтобы я обязательно сделал что-то. И каждый раз, чтобы эта премьера обязательно звучала. Вот так вот я продлеваю творческую жизнь. И, они вам в этом сказать, помогают? Они, естественно, стимулируют. И вот мне удается это делать. Толиб Зейдуллович, как часто вы приезжаете в Душанбе, в Таджикистан в целом? Ну, 2 года назад я приехал и давал концерт в оперном театре. И, как я знаю, ваш канал передает фрагменты этого концерта, и мне это очень приятно. Я мог это увидеть уже сидя в Москве. И я за это благодарю ваш канал. Вспоминаю, что я здесь был и проводил концерт. Спустя 2 года вы снова в Душанбе. Вот приезжая в Душанбе каждый раз, что вы испытываете и какие эмоции получаете взамен? Душевный заряд, конечно, это воспоминания, это, так сказать, улицы моего детства, это дом-музей моего отца, Республиканский музей музыкальной культуры, где мы проводим также встречи с директором этого музея, с Мунирой Шахиди. И у нас бывают гости из разных стран. Это и теоретики, и музыканты, и исполнители, что говорит о том, что музей в таком интенсивном творческом порыве, так сказать, проводит различные встречи мирового класса, так сказать, имеется в виду музыки и, конечно, нашей таджикской музыки разных композиторов.
Какие планы для себя строите, в том числе и творческие? Ну, творческие я вот сейчас закончил виолончельный концерт по желанию одного, ну, скажем, по просьбе одного известного виолончелиста английского. Я сейчас подзабыл его имя, но, так сказать, английское, конечно, название. Вот он попросил написать именно для него что-то вроде концерта для виолончели с оркестром, и я это сделал. И он будет вынужден исполнять, поскольку он попросил, и это будет в октябре этого года уже. То есть намечена премьера. Это уже радостно. То есть каждый год у вас получается одна-две премьеры, да, такие крупные программы, в которых вы участвуете? Это премьеры, да. Если вспомнить или отметить кого-то, кому вы благодарны за сотрудничество, или были какие-то интересные проекты, в том числе и в Таджикистане, кого можно вспомнить? Симфонический оркестр, во-первых, вот, театра оперы и балета. А недавно, вот на днях, меня пригласили на репетицию президентского оркестра, что очень важно в наше время, и я очень благодарен нашему президенту, что этот оркестр создан. Я послушал их репетицию, мы побеседовали и сделали некоторые, вместе с дирижерами и другими музыкантами, сделали свои предложения, какие хотелось бы изложить в программах у них. Это прежде всего мировая классика, потом таджикская музыка, музыка, значит, композиторов Центральной Азии, что очень близко нам, и проводить фестивали и готовиться к ним с полной отдачей, чтобы это был звук и, так сказать, заинтересовало бывшее пространство Советского Союза. Тем более, наверное, есть потенциал, да, есть и возможности, есть почему бы не проводить да, такие вещи? Нужно заниматься, нужно скрупулезно оттачивать свое мастерство каждому музыканту. И желательно приглашать сюда солистов из других стран, которые бы давали мастер-классы свои и работали бы здесь хотя бы неделю с нашими солистами оркестра, то есть концертмейстерами, виолончелистом, скрипачом, флейтистом. Вот. Ну, в дополнение я сказал им о том, что нужно бы еще провести одну встречу и, так сказать, кардинально решить какие-то творческие вопросы. Если говорить о том, может быть, о каких-то наставлениях или тех советах, которые от вас ждут начинающие композиторы, музыканты, да, что сегодня, ну, с высоты, наверное, своего опыта, да, вы можете пожелать ребятам, тем более, что вы были на мастер-классах, и наверняка были такие взгляды, алчущие и ждущие от вас какого-то совета профессионального. Ну вот на этом мастер-классе, который прошел 2 дня назад, я послушал наших молодых композиторов и посоветовал им, до этого я им посоветовал подготовить народную таджикскую музыку, импровизацию свою, или даже написать и исполнить. Они это сделали, и сделали успешно. Потом мы побеседовали отдельно уже с каждым, я сделал свои замечания и пожелания, но в целом это были очень перспективные ребята, с которыми... Но еще я им посоветовал учить наизусть Генделя и Шопена, и на этих примерах писать свою музыку, свои 8 тактов, я так им сказал. И потом на основе нашей природы, нашей мелодики. Так мы делали, когда я учился здесь в училище музыкальном, в классе Тыр Осипова. Так я учился у своего отца Зиадулла Шахиди. Это была тоже целая школа. Потому что если бы не Юрий Григорьевич Тыр-Осипов, которого пригласил мой папа Зиадулла Шахиди, будучи председателем Союза композиторов, он позвонил или написал уже письмо Кара Караеву, учителю Тыр-Осипова, азербайджанскому композитору, известнейшему советскому композитору Кара Караеву, и тот направил к нам
Юрия Григорьевича Теросипова. И так это стало рождалась событием. таджикская школа. И Да, это было событием, поскольку тогда вот мы впервые, может быть, некоторые из нас услышали и Прокофьева, и Шостаковича, и того же Шопена, хотя это всегда на слуху, вот, и поняли, как это делается в основе изучения техники композиторского мастерства. А слушать нужно природу, слушать истоки, да? Да, Слушать классику, вдохновляться и вдохновлять других. Ну, я слушал Яка Шерефа Джураева и Зафара Наузимова, значит, и исполнение народных инструментов фалак, допустим, и бадахшанский, памирский, и в Хатлонской области. Искал там разницу, так сказать, в звучании. И оба этих мелодических основы, они легли в мои сочинения, как, так сказать, оригинальная вязка, так сказать, мелодики. Вот так вот это происходило тогда еще и до недавнего времени в этих премьерах, которые у меня звучали. Спасибо огромное, Толиб Зиадулович, спасибо за теплые пожелания начинающим музыкантам, за интересные воспоминания музыкальные. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям в конце программы? Ну, конечно, вот больше вот таких вот встреч с творческими личностями. Ну, я не знаю, вот, так сказать, они бывают разные и очень интересные. Вот. Ну и, конечно, мне думается, что молодых композиторов вы могли бы однажды собрать и вот так провести с ними беседу. И они бы тут же вам исполнили в эфир свою импровизацию. И чтобы это была не только легкая музыка, но и вот и серьезное отношение к творчеству композиторского мастерства. Таким образом, мы, наверное, вкус у зрителя воспитываем, да, к настоящей, ну, конечно, да. Вкусной музыке. Да. Толиб Зиадулович, спасибо огромное. Ну а мы все-таки надеемся увидеть, услышать вашу новую программу, посвященную очередному году вашего рождения. И мы надеемся увидеть вас в нашей студии. Спасибо большое, что нашли время. Вы приехали в Душанбе и приехали на телеканал Софина. Спасибо. Удачи вам. Всем спасибо. Да. А я напомню нашим телезрителям, это была программа «Тема дня». И сегодня у нас в гостях был известный таджикский композитор Толиб Зиадулович Шахиди. Увидимся с вами ровно через неделю. До встречи.